Селям алейкум, здравствуйте! С вами программа «История крымских татар» и ее ведущий, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета имени Фюзия Кубова, кандидат исторических наук Эмиль Сейдалиев. В прошлой передаче мы с вами познакомились с одним из этапов благотворительности в Золотоордынском Салхате, когда говорили о мечети Куршум-Джами. Но история благотворительности в Старом Крыму имеет куда более глубокие корни. Одной из первых построек Салхата, возведенных на средства мусульманского правителя, считается мечеть Бейбарса. Такая история, связанная с одним из объектов города, закрепилась в современной краеведческой и, к сожалению, даже научной литературе. Строительство соборной мечети, древней столицы Крыма, действительно могло быть инициировано одним из египетских султанов, мамлюков, выходцев из Кипчакской степи. Вероятно, с имамом этой мечети в 1333 году беседовал марокканский путешественник Ибн Батута, и он же сообщает, что мечеть построена Ал-Маликом ан-Насиром. Прозвище ан-Насир, победоносный, носил сын Бейбарса, ас-Саид Насир ад-Дин Барака хан, который правил Египтом с 1277 по 1279 год. А во времена Ибн Батуты мамлюкский султан ан-Насир, Насир ад-Дин Мухаммад, правивший трижды, в 1294 году, с 1299 по 1309 год вторично и с 1309 по 1340 год. Будучи современником хана Узбека 1312-1341 годы, он некоторое время даже был зятем золотоордынского хана, но стать инициатором строительства Салхатской мечети никак не мог. Из летописи Ибн Ал-Фурата известно, что в 1287 году из Каира в Салхат для строящейся мечети было отправлено множество припасов ценой в 2000 динаров, а на ее портале предполагалось высечь прозвище султана Ал-Малика Ал-Мансура, для чего в составе купеческого каравана был отправлен специалист-каменщик для высечения надписи с его титулами. Египетский караван стал ответом на ордынское посольство 1283-84 годов от имени хана Туда-Мингу, который просил султана прислать ему мусульманское прозвище, а также два знамени – халифское и султанское, для борьбы с иноверными. Ал-Малик Аль-Мансур из летописи Ибн Ал-Фурата – это Ал-Мансур Саиф Ал-Дин Калаун Ал-Алфи, который правил с 1280 по 1290 годы. Таким образом, мы узнаем, что одним из благотворителей, способствующих строительству соборной мечети Салхата в 1287 году, стал мамлюкский султан Калаун. Однако до нашего времени мечеть не сохранилась. Но уже с середины 18 столетия романтическая версия о ее возведении мамлюкским султаном Бахритом из Кипчаков Ас-Захиром Рукнад-Дином Бейбарсом I Ал-Бундукдари, который правил с 1260 по 1277 год, основана на догадках о его салхатском прошлом и воспринимается как историческая реалия. Легенду о строительстве мечети сопровождают непроверяемые подробности о мраморных стенах и порфировых сводах. Распространителей этих сведений не смущает, что строительство мечети развернулось на неправдоподобные 10 лет, если исходить от даты отправки египетского обоза с дарами в 1287 году. Не смущает некоторых современных авторов и то, что в дипломатических обменах Рукнад-Дина Бейбарса I с золотоордынским ханом Мингу Тимуром, правившим с 1267 по 1280 год, нет ничего об инициативе Бейбарса построить ее в Салхате. Замечание о том, что мечеть построена по воле египетского султана Бейбарса I, ничем не аргументировано. В середине XVIII века авторы не подвергали сомнению факт, что Бейбарс I был уроженцем едва ли существовавшего в 20-е годы XIII века Салхата. Легенда о мраморах и порфире, восходящая к труду французского востоковеда Дегиня 1756 года, была воспроизведена Петром Кеппеном в издании 1837 года. Но все эти факты, в основном легендарного происхождения, и ничем не подтверждены. Отдельно стоит сказать, что в литературе и в легендах до сих пор ошибочно идентифицируют эти руины, прямоугольные в плане мечети, с мечетью Бейбарса, которой в Старом Крыму не существовало. Нельзя отождествить ее и с реально построенной, по данным письменных источников, мечетью султана Калауна, поскольку руины базиличной мечети, расположенной близ комплекса медресе и мечети Узбека, датируются по монетным находкам из-под уровня первоначальных полов последней третью XIV века.
Но и это не единственный ранний этап в истории благотворительности столицы Золотоордынского Крыма. И сейчас мы с вами поговорим, пожалуй, об одном из самых красивых архитектурно-археологических комплексов Крыма – медресе Энджибек Хатун и мечети Узбека. С именем хана Узбека связано достаточно большое количество исторических сведений. При этом хане Золотая Орда вступает в период наивысшего расцвета. Уже известный нам марокканский путешественник Ибн Батута лично встречался с великим ханом, и вот что он пишет о нем. Он один из тех 7 царей, которые величайшие и могущественные цари мира. Арабский историк-хронист Аль-Муфаддаль пишет, что хан Узбек – это молодой человек красивой наружности, отличного характера, прекрасный мусульманин, храбрый и энергичный. В основном все мусульманские авторы дают очень высокую оценку личным качествам этого золотоордынского правителя, чему, конечно, есть свое объяснение. Узбек приходит к власти в 1313 году с помощью Беклеребека Кутлук-Тимура. По разным данным, в это же время или в 1320-21 годах молодой хан принимает ислам и вводит его как официальную религию в Улусе-Джучи. Для этого ему пришлось выдержать тяжелую борьбу со старой аристократией и истребить значительное количество своих родственников, ориентирующихся на старый свод законов Чингисхана. Как уже отмечалось, Улус-Джучи вступает в период наивысшего расцвета. Хан укрепляет свою власть, проводит административную реформу, в результате которой территория Золотой Орды делится на 4 улуса. Кроме того, в государстве развивается культура, активизируется строительство, развивается торговля и расширяются караванные пути. Караванные пути, проходящие по территории государства, становятся безопасными и благоустроенными. Эта часть Великого Шелкового пути снабжала население Улуса Джучи товарами из Европы, Египта, Малой Азии, Индии и Китая. Встречаются эти товары и в Крыму. При раскопках Салхата археологи находят дорогие китайские сосуды, фарфоровые и так называемые селадоновые. Встречаются тут монеты делийских султанов, испанские деньги и керамические сосуды, продукция из Ирана, сирийские стеклянные изделия и многое другое. Отдельного упоминания заслуживает торговля в Крыму и Золотой Орде итальянских купцов. Хан Узбек проводил активную внешнюю политику, старался сохранить границы государства, а также активно воевал за Закавказье с хулагуитским Ираном. Он поддерживал дипломатические отношения с Византией, Индией, западными странами, и, что особенно важно, с мамлюкским султанатом. Хан вступил в династический союз с султаном Ан-Насиром Мухаммедом, за которого отдал в жены свою племянницу, по другим данным сестру Тулунбай. Судьба джучитской царевны сложилась тяжело и трагично. Султан вскоре развелся с ней и выдал замуж за одного из своих подчиненных. Но, несмотря на это, отношения между двумя мусульманскими странами сохранялись союзническими, поскольку у них существовал общий враг – ильханы хулагуитского Ирана. Вообще, ислам сыграл ключевую роль в развитии Золотой Орды и постардынских государств. Во всех городах расцветает культура, строятся красивые мечети и медресе, исключением не стал и Салхат. В 1314 году в центре Салхата строится мечеть, получившая название мечеть хана Узбека, хотя прямого отношения к ее строительству этот хан не имел. По мнению исследователей, сооружение мечети относится ко второму строительному этапу в развитии комплекса. Вероятно, речь идет о переносе старой мечети Узбека во времена Менгли-Герая к северной стене медресе. Имя золотоордынского хана и дата постройки первоначальной мечети взяты из надписи на портале. Трехнефная мечеть относится к базиличному типу и нет никаких признаков ее купольного перекрытия. В первоначальном варианте аркада центрального нефа с 3 парами колонн, парадная пара с богато украшенными базами у михрабной ниши, должна была поддерживать систему деревянных стропил высокого фонаря, перекрытого двускатной крышей. В северо-восточном углу мечети сохранился фрагмент ствола многократно возобновляемого минарета. Размеры мечети 13,5 на 17,5 метров. Ее портал приставлен к северной стене без технологических перевязок и восстановлен на переотложенном слое. Восточная и западная стены также не имеют перевязок с северной стеной медресе. Конструкция портала и михраба, сохранившаяся от первоначальной мечети, почти целиком является подлинным украшением памятника. Дата в надписи на портале 714 год хиджры свидетельствует о том, что исламская община города поспешила поддержать происламскую политику сарайского хана, пришедшего к власти после переворота 1312 года,
и посвятила строительство новой мечети величию нового правителя. Имя Ибраима аль-Эрбили, возможного строителя или архитектора новой пятничной мечети, связывают Крым с древним Эрбилем или Эрбилем, городом в Ираке. Обмеры и графический анализ портала и михраба, их декоративного убранства приводят нас к истокам художественной традиции, сложившейся в северной части Центральной Анатолии в период Сельджукских Эмиратов. В плане мечеть прямоугольная и разделена на 3 нефа, условных продольных части, 2 рядами колонн. Эта традиция, за исключением перекрытия крыши, напоминает мечети Анатолии периода сельджуков и бейликов. Обрамление входа в мечеть Узбека представляет собой классический сельджукский портал. По обе стороны от низкой арки, перекрытой высоким сталактитовым треугольником, расположены выдвинутые вперед пилоны. Сталактитовая ниша портала окружена широкими бордюрами с пальметтами, трехчастными листьями и плетенками. Их переплетение образует общую композицию декора. Описание архитектурных декоров мечети приводит турецкий путешественник Эвлия Челеби. Лучший из них – тарих над дверью Улуджами, написанный четким почерком. «Слава Богу, и да благословит Бог Мухаммеда и творение, и халифов». Построил это здание благословенной мечети в дни правления великого хана Мухаммеда Узбек-Гирай-хана. Над минбаром этой мечети читается другой тарих. Приказал построить этот минбар благородный потомок султанов Венгли Гирай-хан, сын Хаджи Гирай-хана, да сделает вечным Бог его правления, год 918. Внутри этой благородной мечети установлены 4 высоких колонны. У нее разукрашенный потолок, она накрыта черепицей, и у нее есть кыбловая дверь. От кыбловой двери до михраба в длину 200 аяков, а в ширину 150 аяков. Минбар ее старой формы и украшен так, что это явное волшебство. Михраб мечети повторяет в целом структуру портала, но украшен еще богаче. Обращает на себя внимание широкий бордюр, украшенный цветочным орнаментом, а также мастерски выполненная надпись в эпиграфическом фризе. Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед – посланник его. Бог сам свидетельствует о том, что нет Бога, кроме Бога. Ангелы и люди, одаренные знанием и справедливостью, повторяют: нет Бога, кроме Бога всемогущего и мудрого. Ислам – религия Божья. Эпиграфическое обрамление салхатского михраба уникально. Надпись «Насхам» на фоне побега со спиральными завитками и сочными пальметтами – редкий пример даже в декоре анатолийских памятников. Этот прием все же встречается в каменной резьбе Анатолии. Единичный пример в камне – портал мавзолея Мамахатун в Тарджане, начало XIII века. В анатолийской стуковой резьбе наиболее близкий аналог данного фриза находит параллель в декоре михраба мечети Арслан-хана в Анкаре, 1280-е годы. К сожалению, место первоначального расположения мечети Узбека обнаружить до сих пор не удалось. Казалось бы, на эту роль подходят руины базиличной мечети, расположенной неподалеку, и которую привыкли называть мечетью Бейбарса. Но археологические исследования показывают, что ее сооружение относится к началу времени правления хана Тохтамыша. Второй не менее важной частью комплекса является медресе, построенная по повелению и на средства жены или дочери правителя города Инджибек Хатун. Об этом и о надписи на портале сообщает нам Эвлия Челеби. Далее, перед михрабом этой мечети, над дверью медресе Инджибей Хатун написан следующий тарих. Приказала построить это благословенное медресе во время султана справедливого Мухаммеда Гирай-хана, да продлится его счастливое правление. О благий, повелитель мира здешнего и податель благополучия, Инджибей Хатун, дочь Бея Кылбуруна, эмира эмиров, покойного, да осветит Бог его могилу, в году 733. Эти огромные двери разукрашены и отделаны. К сожалению, портал, когда-то расположенный на этом самом месте, до нашего времени не дошел. И представление о том, как он мог выглядеть, нам дают рисунки художника Михаила Матвеевича Иванова и Жана Бальтазара де ля Траверса.
Но оба рисунка дают портал под слишком острым углом, не позволяющим рассмотреть отдельные детали конструкции. Приведенная турецким путешественником надпись датирует строительство медресе 1332-1333 годом. Сооружение этого медресе – устойчивая традиция благотворительности в Золотоордынском Салхате. В плане постройка прямоугольная, со стороной около 28 метров. Медресе располагала 14 худжрами, расположенными по периметру сооружения. По центральной оси открытого двора, обрамленного легкой аркадой, у восточной стены помещения располагался фонтанчик с питьевой водой. На уровне пола двора, вымощенного каменными плитами, устье поглощающего колодца. План медресе повторяет с некоторым развитием планировочную структуру медресе Бурусие в Сивасе. Портал медресе был выполнен также в сельджукском стиле. Во двор открывались все 4 крупных айвана, соединенных риваками, аркадами, за которыми располагались комнаты медресе. Занятия проводились под сводами 2 айванов – северного и южного. В это время айваны освещались с помощью сирийских стеклянных ламп, подвешенных на цепях металлическим кольцам в своде айванов, которые тут же и сохранились. В северо-западной части медресе было расположено дюрбе с криптой, где на поверхности, на деревянном постаменте, украшенной бирюзовыми изразцами с позолотой, находилось 2 мраморных надгробия. На одном из них была дата – 776 год хиджры, или 1371 год по современному летоисчислению. Оно принадлежало основательнице медресе Энджибек Хатун, по другому прочтению Ильчи Хатун, дочери Кылбурун-бея. Для погребения Энджибек Хатун одно из помещений в северо-западном секторе и было перестроено под дюрбе. Впервые склеп был исследован в ходе раскопок 20-х годов 20 века. Тогда археологами и были выявлены 2 надмогильных памятника с надписями, а в подпольном пространстве мавзолея склеп, содержащий костяки захороненных. Надписи на камнях свидетельствуют, что в склепе были похоронены основательница медресе Энджибек Хатун и, вероятно, ее родственница Ир-Султан. Надпись на камне с именем Ир-Султан свидетельствует, что она была похоронена в 1429 году. Камни стояли на деревянных постаментах, которые были украшены керамическими плитками и бирюзовой глазурью и расписаны золотыми звездами и розетками. В начале 15 века медресе, вероятно, приходит в запустение или погибает. Об этом нам говорит клад из 6-8 серебряных монет, обнаруженных под полом этого помещения, переделанным в комнату для смотрителя при усыпальнице Энджибек Хатун. Самая ранняя монета клада чеканена от имени хана Такты в сарае Ал-Махруса в 710-1310 году. Самая поздняя с именем Мухаммеда Булака в 778 или 1378 году. Часть монет подверглась контрмаркированию, в том числе 12 экземпляров с надчеканами в виде генуэзского замка. Следовательно, можно предположить, что время выхода из обращения монет клада состоялось не позднее первой четверти 15 века. Видимо, в это время медресе уже было заброшено или лежало в руинах. Это также может быть связано и с тем, что сам Салхат теряет свое былое значение, и центр культурной, политической и социально-экономической жизни переносится в столичное для периода Крымского ханства Бахчисарай. Предпортальная площадь медресе была вымощена плоскими каменными плитами, скрывающими каменный водовод или ливневый сток, который подходил к медресе с запада, пронизывал всю толщу здания вдоль южной стены и выходил под восточной стеной. Далее вдоль портальной стены он шел на север и поворачивал на восток, в сторону ближайшей улочки. Стены и пол канала были выстланы хорошо подогнанными плитами известняка. Выбор технического решения по прокладке водостока в 1,5 метрах от фундамента и нижних кладок южной стены медресе, а не извне вдоль улицы, говорит, скорее всего, о сложившейся еще до строительства медресе квартальной застройке, с которой пришлось считаться архитектору, а значит и знатной благотворительнице. На этом заканчивается наша передача о древней столице, городе Салхат, Крым. Благодаря доброй воле правителей, распространению ислама, развитию науки, культуры, образования, а также торговли,
город становится очень важным центром Крымского полуострова, а также первой столицей Крымского ханства. Большое спасибо, что были с нами. Чок сағылыңыз, сағлық калыңыз.